Днес изключителен гост, който имам честа да е в студиото ми. Мисля, че вие сте запознати с него. Казахте, вие сами ми написахте зрителите, че той е висока топка. Саймън Ципис е в моето студио. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рад, что вы здесь, что вы приехали. Саймън Ципис, ви напомням кой е. Той е израелски международен експерт по международни отношения. Учил е в Бон. Току-що си говорихме и малко на немски с него, защото той знае всички езици, които и аз съм учил, но той ги е научил човека. Той е учил кибертероризъм и национална сигурност. Не забравяйте, евреин от руски произход, руснак от еврейски произход или обратното, да не се засегне. Той е учил в Германия и е учил национална сигурност. Това е експерта, който ни трябва на нас, но не знам дали някой политик ще се опита да послуша Саймън Ципис и това, което той говори. Саймън, can I say Саймън? Of course. Между другото, аз смешам руски и английски. Тук е страшна история. Саймън е доктор по политически науки от университета в Бон. Роден в Севастопол, емигрира в Израел 1991 година, заедно с семейството си. Магистърска степен по политически науки, изследвания на сигурността от факултет по международни отношения и пак програма за национална сигурност, дипломна работа в Тел Авив. Това е, както се казва, световен специалист. Има бакалавърска степен по бизнес управление и икономика от израелския клон на Московския държавен университет. Между 2012 и 2018 Саймън Ципис е младши изследовател на национална сигурност в INSS. Правильно говорил? Бывший сотрудник. Бивший, да, но я говорю 2018. Точно. Институт за изследване на национална сигурност в Тел Авив. Преподавал в университета в Грац, Австрия, Бонския университет в Германия, Пловдивския и Софийския технически университет. Точно. Вы немножко понимаете български, да? Немножко. Саймън е експерт в няколко области, след които борбата с тероризма, националната сигурност, европейска сигурност. Това, което започва мене да ми липсва нещо, европейската сигурност ми се клати. Киберзащита, теории на международните отношения, външна политика, вземане на външно-политически решения. Така, специалист по съветски и постсъветски изследвания. Надявам се, че разбирате с кого точно говорим. Изключителен човек и радвам се, че той успя да дойде по наша покана на живо. Большое спасибо. Сейчас, первый вопрос у меня. Мои коллеги из медиа, они перестали говорить об Украине, о войне в Украине. Когда была первая новинка, это было хорошо. Сейчас она не вторая, она 10-я. О войне в Украине. Возможно ли поворот? Это мой вопрос. Какие сюрпризы возможны? Здесь нужно понимать тот контекст, внутри которого происходит война в Украине. Это лишь только одно звено в целой цепи масштабной глобальной игры. Это действительно у Зибнев-Бжезинского есть книга, называется «Большая игра». Он так и называл свою внешнюю политику США в прошлом веке, в 20 веке. Это в их понимании англосаксов была большая игра. Эта большая игра – это целая цепь событий. Все конфликты, которые вы сегодня можете рассмотреть на Ближнем Востоке, в Израиле, в Украине, с Россией, в Европе, это все связанные звенья одной цепи. Например, в XIX веке была большая игра до Первой мировой войны и в ее последствиях, после ее последствий, там играли очень-очень центральную роль англосаксы с самыми такими яркими игроками, которые разыгрывали эту игру в XIX веке. Это были англосаксы Альфред Мильнер, Сесил Роудс и Лоренс Аравийский. Это только некоторые имена. Это разыгрывалась глобальная геополитическая, геостратегическая игра. Игра, да? Но я это говорю, чтобы вы понимали, что стержнем этой игры и зачинщиками этой игры это были англосаксы. В 20 веке, в период Холодной войны, это была новая игра. Первая игра подошла к концу. Падение империализма. Поделили весь Ближний Восток и Европу. А были новых игроком в этот момент. Англосаксы снова 20 век с Холодной войны играли. Совершенно верно. Это была как раз новая игра,
Ключевыми игроками можно считать Киссинджера, Бзержинского, которые сами не скрывали это, они об этом писали. А и советские стороны? Большая шахматная доска и так далее. И эта игра началась с первых лет начала 20 века, окончания Первой мировой войны, и вот с началом Второй мировой войны эта игра начала разыгрываться. Я это говорю к тому, чтобы дать вам понять, что длительность каждой такой игры – это порядка 100 лет. Вот эта игра – это очень в долгую, это очень долгая игра. Она требует тщательного планирования, и все события, которые происходят вокруг нас, они тщательно спланированы, они не происходят хаотично, все более-менее запланировано, но не всегда все идет по плану. Да. Но план есть, не сомневайтесь в этом. Вот вторая глобальная игра – это была холодная война после Второй мировой войны. Сейчас, 21 век, мы с вами свидетели новой глобальной игры. Глобальная игра. Украина, в том числе и ваш регион, и Балканы, и мой регион, Ближний Восток, и Израиль, и Иран, и Россия, и Украина, все игроки, все звенья в этой цепи, в этой игре, которая разыгрывается на глобальном уровне. Сегодня уже, если будем говорить, вот я начал с 19 века, 20 век, 21 век, это третья по счету глобальная игра, которая разыгрывается. В чем ее суть? Очень быстро. Суть в том, что мир снова становится биполярным, но тут уже полюсы не идеологические, как были в период Холодной войны, а тут полюса гораздо более глобальные, геополитические, в которых очень важную роль играют ресурсы, экономика и религия. Поэтому сегодня действительно эти два полюса выстраиваются. Их называют глобальный юг, глобальный север, или глобальный восток, глобальный запад. Кто являются членами глобального востока или глобального юга? Игроки. В первую очередь началось все с названия БРИКС: Бразилия, Индия, Китай, Россия, Южная Африка. Сегодня уже в состав БРИКС входят Арабские Эмираты, Египет и Иран. Напротив, их соперник – это глобальный Запад или глобальный Север. Англосаксы снова? Снова? Да. Снова англосаксы. Да. В ряды входят в первую очередь Великобритания, королевство, не Великобритания, государство. Это есть разница. Королевство. Есть королевство Великобритании, а есть государство Великобритании. Да. Столица королевства – это Лондон-Сити, а столица государства Великобритании – это просто Лондон-город. Лондон – государство является колонией Великобритании королевства. Да. То есть государство Англия – это колония английского королевства. Кроме этого, ее колонии – это Новая Зеландия и Австралия. Это они не скрывают. У них на флагах символы королевства. Канада, США и другие государства, которые являются их колониями. Одним из таких вспомогательных колоний является Пакистан, Южная Африка. И в этот ряд союзников глобального Запада или глобального Севера входит как Израиль тоже. Израиль считается западным государством. А где место Франции и Германии? Франция и Германия, вы не забывайте, что Франция в какой-то период, в период Шарля де Голля вышла из НАТО и вернулась относительно недавно. То есть Франция все-таки, она в какие-то моменты своей истории металась и не хотела быть, чтобы ее считали глобальным Западом. Возможно, морально, религиозно или культурно она не чувствует себя частью Запада, но сейчас ее уже затащили очень плотно, затащили. Ее президенты Саркози и Макрон, они полные сторонники глобальной повестки дня. Германия, естественно, после Второй мировой войны фактически потеряла суверенитет и до сих пор остается не полностью суверенным государством. Там очень большое влияние имеет Запад, в основном США.
восточно-евразийская сторона, она в какой-то период своей истории потеряла, очень сильно ослабла, потеряла свое влияние, поскольку Советский Союз был разрушен. Потеряла в Европе и в Африке. Русские, или будем называть это славянская цивилизация, потеряла свое влияние на вот эту вот игру. Потеряла влияние, но ненадолго, всего лишь на чуть более 30 лет. После развала СССР сегодня есть Россия, но у России есть теперь новые союзники. Китай, Индия, очень большие государства и цивилизации, которым западная цивилизация чужда. И тут я повторяюсь, по целому ряду элементов: экономика, религия, культура, история, Китай, Индия, славянская цивилизация и ислам, мусульманский мир, они никогда не были и не могут быть по культурным, традиционным и религиозным пониманиям ведению мира, не могут быть частью западного мира, глобального Запада. Но что да, происходит? Англосаксы, надо им отдать должное, они мастера геополитики, без преувеличения. Да. Те государства и те цивилизации, которые традиционно, исторически и религиозно не могут, никогда не могли и не могут и в будущем не смогут быть частью западного мира, их нужно было рассечь и создать внутри их антигосударство, антисистему. У Индии такой антисистемой, противоположной ей, является Пакистан. Это тоже Индия, но анти-Индия. То же самое является в мусульманском мире Саудовская Аравия. Это государство мусульманское, антигосударство. То есть персы, это Иран и шииты, а есть ислам суннитский, лидером которого является Саудовская Аравия, семья Саудов, семейная династия, которая была приведена к власти с помощью англосаксов. То есть у них есть очень интересная стратегия. Они, где бы они ни были, они создают тезис и антитезис. Болгария, Македония, прав ли я? Система и антисистема. Да. Россия, Украина. Совершенно верно. Румыния, Молдова. Это может быть, нет, не точно. Обратите внимание, когда в основном это происходит на религиозной основе. И, кстати, здесь я хочу вам сказать, что у Израиля тоже есть антисистема. Это палестинское этническое меньшинство. Хамас, сектор Газа – это своего рода анти-Израиль. Антигосударство государству, антисистема системе. И во всех этих местах, которые я сейчас назвал, обратите внимание, столетиями постоянно культивируется конфликтная ситуация, напряжение. Один случай, он является особенно интересным. Когда не было уже никаких методов создания антисистемы в Южной Африке, на религиозном, либо на этническом невозможно было создать антисистему, они умудрились создать антисистему, объявив коренных жителей чернокожих ограниченных в своих правах. То есть белокожие были доминантной расой, а чернокожих, то, что называется потом, начало называться апартеидом. То есть они создали внутри системы антисистему. Снова конфликт белый, черный. Совершенно верно. И он выливался в целый ряд конфликтов, восстаний, войн. В конце концов, сейчас, в 21 веке, все эти методы у них, они рассыпаются. Они уже не работают. Кто они и как это они делают? Во-первых, это мастерство, которым они завладели и которое оказалось, в кавычках, изумительно эффективным по целому ряду причин. У Китая есть антикитай, это Тайвань. Да. Обратите внимание, они везде создают систему и антисистему. Война во Вьетнаме на чем была основана? Север и юг. Да. Вьетнам и антивьетнам. Южная Корея тоже. Корея. Да. Корея и антикорея. Южная Корея, Северная Корея. Да. Тут нужно отдать должное, они достигли в этом действительно виртуозного умения в геополитическом искусстве. А это без преувеличения искусство. Это я сейчас дал просто на фоне, чтобы понимать, как происходят процессы в международных отношениях. На фоне этого
все войны, все конфликты, локальные, региональные и мировые, они сводятся лишь к одному, к одной вещи. Одна сторона всегда готова воевать, чтобы изменить статус-кво, а другая противоположная сторона готова воевать, чтобы этот статус-кво сохранить. То есть одна сторона пытается что-то изменить, силой пытается принудить другую сторону измениться. Другая сторона для того, чтобы остаться прежней, она готова за это тоже воевать. И вот так происходят конфликты и войны. Но вы не сказали, кто они. И у они нет, это антисистема. У Соединенных Штатов нет антисистемы, у Великобритании нет, как Россия, Украина. Во-первых, у Великобритании было целый ряд на протяжении истории антисистем, например, Шотландия и Ирландия. А, там, да. У них же постоянно были конфликты. В США одной попыткой создать антисистему вылилось в результате в гражданскую войну в США. Юг и север. Конфедераты, которые и федераты. Да. Конфедераты проиграли, федераты победили, и сегодня это Федерация США. Если бы победили конфедераты, это была бы Конфедерация США. То есть сегодня штат обладает ограниченной автономией. Если бы победили конфедераты, это была бы полная автономия. То есть сегодня было бы не 50 штатов США, а 50 государств. Кстати, сказать, что Советский Союз мог не разрушаться так, как он разрушился, а он бы мог трансформироваться и стать фактически, я это люблю называть, Советской Федеративной Республикой. То есть эти 15 республик Советского Союза нужно было провести трансформацию, чтобы превратить Советский Союз в федерацию. А если бы это не получилось, в конфедерацию, но все-таки, чтобы все оставались в одном геополитическом поле. Это у них не получилось. По какой причине, это, наверное, отдельный разговор. Но я немножко сделал длинное предисловие к вашему вопросу по поводу Украины. Еще раз вы не ответили, кто они. Вы говорите они. Кто они? Англосаксы. Англосаксы – это англо-германская цивилизация или этническая группа. Или даже у них даже есть религиозный свой аспект. Католицизм принадлежит к западной цивилизации. Православие принадлежит к цивилизации славянской. Экономика у Великобритании есть повестка дня с точки зрения политэкономики. Полная либерализация, либерализм в экономике, то есть открытые рынки. Никто не может никому запретить экспортировать товары, никто не может никому запретить приобретать собственность. Отсюда идет приватизация. И когда этому есть препятствия в государствах, которые и запрещают это, им вешается ярлык, что это не демократия. Значит, мы идем принести вам демократию. И стать полными демократами, полная демократия, и с использованием силы, чтобы открыть. Вот слово «открыть», оно хорошо подходит. Это как Великобритания пыталась открыть, как банку консервную, открыть Китай. То есть начали туда продавать опиум. Китайские власти опиум запретили. Вместо торговцев опиум пришла армия Великобритании. И начались опиумные войны. Ост-Индская компания – это была частная военная компания англосаксов, которые, чтобы открыть Китай для экспорта опиума, нужно было сначала подавить его военно, то есть принудительно. Подавили, и на протяжении многих лет Китай просто ему навязывали покупку этого опиума, который в больших количествах выращивался в Афганистане и в Индии. И Китай очень существенно ослаб, поскольку большое количество населения превратились в наркоманов, курили опиум. Китайская династия, которая управляла, они поняли, что это закат ихней большой цивилизации, даже не империи, а целая цивилизация. Они снова начали войну с англичанами, и в конце концов англичанам пришлось уйти из этой игры, из Китая, но на протяжении тех лет, которые они там присутствовали и навязывали опиумом, они добились своей цели. То есть они, как в бильярде, они выбили
с этой игры очень большого существенного геополитического игрока Китай, Да. у которого есть ресурсы человеческие, ресурсы природные и большая территория. Да. Сегодня таким вот игроком, который пытаются выбить как шар в бильярде из этой игры, является Россия. Но поскольку она является частью вот этого вот постепенно выстраивающегося глобального Востока или глобального Юга, то англосаксам все тяжелее и тяжелее становится с этим справляться. Но еще раз повторюсь, они мастера своего дела, мастера геополитики, и у них есть стратегия на будущее, на ближайшие 100 лет. На 100 лет. Да, и стратегия следующая. Вот эти вот государства БРИКС и те, кто являются членами этого альянса, их будут выбивать поочередно, цели привести к поражению, к полному, а есть цель максимально ослабить с использованием местной локальной антисистемы, антигосударства. Украина, Россия. Как выбиваются из этого ряда игроки по одному по очереди? Россия, попытка Россию выбить, ослабить ее, столкнув ее лбами с Украиной, это раз. Ослабить Иран, столкнув его с Израилем, это два. Это тоже часть стратегии глобальной. Да. Индию можно, я предполагаю, что в будущем будет попытка ослабить Индию, столкнув Индию лбами не только с Пакистаном, а с Афганистаном. Афганистан сегодня является мировым складом вооружения, которое было оставлено США и другими западными государствами. До сих пор бытуют разные мнения, никто не знает точно количество оружия, которое было брошено там. Ведь этот уход, это бегство, после 20 лет присутствия в Афганистане, да, бедство, которое продлилось чуть больше 1 недели. Не было случайно. Это было, конечно, не было случайно. Оружие, которое там сейчас осталось, это склады, включают вертолеты, броневики, танки и истребители. Оно рано или поздно даст о себе знать. Сегодня Афганистан, с точки зрения вот этой вот глобальной шахматной доски, является очень удобным и в кавычках потенциальным местом, с территории которого может произойти нападение на любое близлежащее государство, а Пакистан является традиционно союзником афганских. Сначала это были маджахеды, потом это была Аль-Каида, сейчас это Талибан. Это просто разное название одного и того же. Когда Советский Союз воевал в Афганистане, подготовка, тренировка, вооружение, обмундирование всех этих душманов, маджахедов, оно было на территории Пакистана. На территории Пакистана были базы, американские базы ЦРУ и Великобритании. Это не тайная информация, об этом написана уже большая масса книг. Там они подготавливали этих маджахедов и засылали их в Афганистан. Поэтому сегодня Афганистан и то количество оружия, которое было там оставлено, оно было оставлено там не просто так. И я бы сказал, что в ближайшие, возможно, 10 лет стоит ожидать следующий большой конфликт, и в нем Афганистан будет играть очень серьезную, если не ключевую роль. Возможно, даже из него может все начаться. А может быть, это и вспомогательная база для будущих шагов на этой шахматной доске. Вот в этом глобальном контексте возможен ли поворот в Украине на этом? Сейчас вот как раз соперник глобального юга, это глобальный север или глобальный запад, теряет позиции в этой игре, но, как говорят военные, проиграть битву, это не значит проиграть войну. То есть чем-то нужно жертвовать. Судя по всему, все идет к тому, что рано или поздно, возможно, в этом году, а может быть в следующем, война с Украиной будет подведена к концу. Если не произойдет ослабление России с помощью другого какого-то раздражителя, другого конфликта. Кстати говоря, таким конфликтом может быть, источником такого конфликта может быть Афганистан, поскольку он граничит с бывшими советскими республиками Центральной Азии, а также и Кавказа. Может быть, и оттуда будет открыт или попытка открытия второго фронта, чтобы отвлечь ресурсы России и ослабить ее еще больше, и дать паузу временную Украине, чтобы она, возможно, смогла окрепнуть. Но
судя по всему, мы приближаемся к той или иной развязке в войне с Украиной. И одна из причин, что все внимание сейчас обращается на Ближний Восток, на войну Израиля в секторе Газа с Хамасом, на потенциальную войну Израиля с Хизбаллой в Ливане и, судя по всему, на потенциальную региональную, уже не локальную, а региональную войну Израиля с Ираном. Поэтому вы начали свой вопрос с того, что про Украину уже забывают. Это происходит не просто так, поскольку на фоне Украины разгорается война или большой локальный либо региональный конфликт на Ближнем Востоке. Поэтому, конечно, и посылать туда вооружение, и финансовую помощь, и материальную, разорваться или растянуться на 2-3 театра военных действий, это тяжело, и видно, что глобальный Запад, у него это не получается сделать. Хочу заметить, что есть еще одни такие спящие государства, которые смогут сыграть серьезную ключевую роль в одной из многоходовок вот этой вот глобальной игры. Это Новая Зеландия и Австралия, которые являются прямыми союзниками глобального Запада, но под их юрисдикцию отдан потенциально в будущем, который может разгореться, театр военных действий между Китаем и Тайванью, поскольку это их регион. Так, поэтому в заключении я хотел бы сказать, что стоит обращать внимание на события, которые могут развиваться именно вот в этой азиатском, тихоокеанском регионе, и стоит обращать внимание на то, что происходит вокруг Афганистана. Насколько Запад силен, чтобы работать на 3 фронта? Украина, Израиль, Иран, и если начинается что-то там на Желтое море, там Китай, Австралия. Если мы говорим о Западе, силу Запада. Если мы говорим о Западе, то его сила основная, основной источник силы Запада – это то, что американский доллар является мировой валютой. А поскольку Федеральная резервная служба может печатать эти доллары без конца, поскольку они не обеспечены ни золотом, ни даже серебром, хотя в истории были попытки сначала серебром, это было отменено, потом был золотой стандарт, он был тоже отменен. Поэтому сейчас, в принципе, этот шлюз открыт на полную, и деньги, доллары могут печататься практически без остановки, и пока производить вооружение на эти деньги, покупать нефть, покупать газ, покупать политиков, покупать государства, спонсировать перевороты в государствах неугодных режимов, пока доллар везде принимается как мировая валюта, которая ничем не обеспечена, у глобального Запада нет проблем играть в долгую и финансировать много конфликтов одновременно. Многофронтовая война. Совершенно верно. Да. А что может случиться с долларом? Я вот продолжу. Вы ведь заметили, что президент России Владимир Путин уже неоднократно высказывался о том, что он пытается, чтобы его союзники по блоку БРИКС и его импортеры ресурсов отказались от оплаты сделок в долларе и перешли на другую альтернативную валюту. Ведь он это предлагает не просто так. Ведь он тоже понимает, что пока долларовый станок может работать, не прекращая печатать доллары, и пока эти доллары принимают стороны глобальной геополитики, вот эта вот жесткая конкуренция будет продолжаться. Противостояние будет постоянно держаться на жестком уровне. Как только те или иные ресурсы начнут передаваться друг другу в другой валюте, то есть пойдет обмен с использованием другой валюты. Если я не ошибаюсь, Путин пытался несколько раз заставить своих покупателей покупать российский газ за рубли, тогда они были обязаны менять свою валюту на рубли, конвертировать и покупать за рубли. Потом было предложение сделать это через юань.
Потом было предложение сделать это через иранские динары и так далее, так далее, так далее. Любое решение, главное, чтобы доллар потерял свою силу. И возвращаясь на самое начало вашего вопроса, кто за этим всем стоит, кто они такие, те, кто владеют эксклюзивным монопольным правом печатать официальные доллары, они имеют колоссальное и главное влияние на геополитические процессы во всем мире. Это для меня исключительный анализ. Исключительный анализ. Немножко подтвердились теории конспирации, которые я читал. Если у них станок для долларов, они будут работать еще много. Да. Было несколько попыток забрать монополию Федеральной резервной службы из рук ее владельцев, чтобы у США было свое суверенное право печатать свою национальную валюту. Одним из президентов, который пытался это сделать, был Кеннеди. И его убили. Так, а сюрпризы на поле, сюрпризы в Европе, это военные сюрпризы или что-то? По поводу сути войны и конфликта между Россией и Украиной. Украина в самом начале конфликта, еще задолго до Майдана, до 2014 года, Украина на первый взгляд хотела сделать две простые вещи. Точнее, одну, но вторая вытекает из первой. Стать членом Евросоюза. А став членом Евросоюза, Украина автоматически становится членом блока НАТО. Можно стать членом НАТО, не являясь членом Евросоюза. Но нельзя стать членом Евросоюза, не становясь членом НАТО. Турция не является членом Евросоюза, но является членом НАТО. Да. Похожая ситуация с Болгарией. Вы еще не полностью, не полноправный член Евросоюза, поскольку у вас, например, валюта еще пока ваша местная, но от вас уже требования по поводу военно-политического поведения такие, что вы как будто уже полноправный член НАТО, еще не будучи полноправным членом Евросоюза. Что под собой подразумевает членство в Евросоюзе? Три элемента основные. Первое – экономический элемент. Второе – военный или военно-политический, а третий – религиозный. Локомотив экономического элемента членства в Евросоюзе является Германия. Локомотивом военно-политического членства в Евросоюзе является блок НАТО, а ее лидером является государство, которое является не членом Евросоюза, это США. А вот локомотивом религиозного аспекта членства в Евросоюзе является Ватикан. Обратите внимание, давайте начнем с религиозного элемента. Каждое государство, которое становится членом Евросоюза, оно автоматически становится членом НАТО, но и в нем автоматически происходит подмена религиозных элементов. Православие, православное христианство пытаются заменить католицизмом, католическим христианством. В качестве яркого примера привести Украину. В Украине была попытка, я не знаю, насколько она увенчалась успехом, запретить русскую православную церковь, православие, ортодоксальное христианство, и навязать Украине католицизм, заменить церкви с православных на католические. Мне даже самому интересно, вы наверняка лучше меня знаете, у вас в Болгарии какая из религий или направлений христианства превалирует, доминирует? Католицизм или православие? Православие, я думаю. Вы должны быть готовы к тому, что вам будет постепенно навязываться католицизм, католическое христианство. А православное христианство постепенно у вас будут пытаться просто выбить из вашей культуры и из ваших национальных ценностей и традиций. Надо быть к этому готовым. Особенно это будет тяжело принять людям старшего возраста. Поэтому расчет идет на молодежь. Да. Далее, что касается экономики. Германия, будучи локомотивом экономики, она ищет и пытается достигнуть новых рынков сбыта своей продукции. Основная продукция Германии – это сельское хозяйство, машиностроение и химия.
Когда государство становится членом Евросоюза, местные ресурсы, местная инфраструктура и местные заводы, фабрики и индустрия, она либо закрывается, либо приватизируется. Да. То есть Германии нужно экспортировать свое сельское хозяйство, но Германия не заинтересована, чтобы вы использовали свое сельскохозяйство, которое вы сами выращиваете. Да. Поэтому либо вам выставляют определенный уровень, который диктует сама Германия, уровень производства, уровень качества, будем называть его так, и ставит вам рамки, но эти рамки настолько завышены, что вам, чтобы переформатировать ваше производство, сельское хозяйство, требует огромных сумм денег. Вам приходится обращаться за кредитами. А к кому? Так там. Снова там, на Германию. Точно. Да. Это замкнутый круг. Да. И в заключение... Только один пример. Да. И это хочу объяснить моим зрителям. У нас нет болгарское сливочное масло. Все немецкое. Все. Френское немножко, и все остальное немецкое. Мы всегда делали самое. Это масло, молоко, вы знаете. Да? А сейчас на магазинах нету болгарское масло. Все, что мы для пищи покупаем, это все немецкое, датское или что-то, понимаете? Если вы пойдете сейчас на магазин, вы увидите много ассортимента, большой ассортимент, но нет болгарского. Значит, ваша местная национальная промышленность была либо закрыта, да? либо она не смогла конкурировать да. с промышленностью да. экономического локомотива да. Евросоюза. Это без преувеличения, это Германия. Надо им отдать должное, но все равно именно по этой причине так агрессивно продвигают повестку дня о евросоюзничестве. Что произошло с Украиной? Она еще даже не стала членом Евросоюза, а там уже большее количество инфраструктуры промышленной разрушено. Хочу сделать одно замечание, что бытует мнение, что эта инфраструктура промышленная, она намеренно разрушается, либо российской стороной, чтобы Украина уже с разрушенной инфраструктурой никому была не нужна, потому что в Евросоюзе понимают, что даже если после войны Украина будет принята в Евросоюз, кому ее придется восстанавливать? Германия тоже. Снова. С одной стороны, это большие заказы и это большие доходы. С другой стороны, чтобы восстановить такое государство, как Украина, это многие годы, а эти все годы восстановления Германия не будет получать прибыли. Либо в разрушении инфраструктуры заинтересована сторона Евросоюза. Чем больше они понимают, что они проигрывают эту войну, тем они хотят Украину разрушить больше, чтобы, если она уйдет назад в геостратегическое поле интересов России, они ее получат разрушенной. И кому придется ее восстанавливать? России. Это будет проблема для России. Очень Поэтому из этой ситуации, в самой проигрышной ситуации находится Украина. Да. Сейчас Саймон, и на русский, и на болгарский мы говорим, да. Мы сделаем вторую серию. Сейчас я буду сказать зрителям, подождите на следующую серию. Изключителен анализ на Саймон Ципис, геополитически, кой как ръководи света и как, ако за вас е изненада, за тях е 100 годишен план. В следващата ни серия очаквайте разговора с Саймон, в който ще става дума за Третата война. Аз ще го попитам къде може да се появи Третата война. Той ми говори, нали, за Китай и за Тайван, обаче аз си мисля, че би могла да се появи нов конфликт на напрежение, система и антисистема, както той го обясни в този разговор. На Балканите може да се появи. И мястото според мен е Сърбия. Мястото е Сърбия, Македония, Косово, пак отново система, антисистема, това, което ви обясни Саймон. Благодаря ви, че изслушахте този анализ. Просто искам да разбия този сложен разговор на няколко части, по-кратки части. Благодаря ви. Очаквайте втора част. Саймон Ципис и Третата война.